1999 году перед выборами президента, перед выборами в Государственную Думу начинают взрываться дома. И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это, вернее, не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Значит, вот стенограмма заседания Совета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 13 сентября 1999 года. Селезнев, председатель Государственной Думы Российской Федерации, начинает собрание и говорит: здравствуйте, уважаемые коллеги, садитесь, значит, и начинается заседание. Значит, он начинает выступать, о повестке здесь говорит, и вот заявляет: Селезнев Геннадий Николаевич. Вот сообщение еще передает. По сообщениям из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в Волгодонске. Это 13 сентября 1999 года. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом в Волгодонске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе. А дом в Волгодонске был взорван 17 сентября 1999 года. То есть мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, агентом российских спецслужб. То есть получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил на заседании Совета Государственной Думы. И они ошиблись во взрывах. То есть дом 13 числа они взорвали на Каширском шоссе, а написали, что Волгодонский. А Волгодонский дом они должны были взорвать по плану 17 числа. Пожалуйста, давайте фракции обменяемся мнениями, как нам сегодняшним этим вопросом поступить. Владимир Вольфович. Оставьте в покое сегодня наших министров. Вы же видите, что происходит в стране. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом, и что администрация Ростовской области не знала об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через 3 дня взрывают, тогда начинают принимать меры. Вчера вы очень хорошо говорили о смене руководства Транснефти. А в это время сейчас рабочие в Красноярске отбиваются от такого же ОМОНа, когда Лебедь пытается захватить предприятие, уже давно приватизированное. Давайте быть без двойных стандартов. Если вас интересует Транснефть, Владимир Вольфович, нас все должно интересовать с вами. Там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться. Давайте этот вопрос снимем. Да, хорошо, я понял позицию вашей фракции. Сергей Николаевич, пожалуйста, решите. Реагировать на ситуацию. Вот в Волгодонске произошло, где 6 депутатов фракции КПРФ. Они должны выехать туда и помогать, раз там спят местные органы и ждут, когда мы в Москве уже знали за 3 дня о взрыве. Они только проснулись, когда прогремело. Поэтому вот не годится такой стиль работы, Геннадий Николаевич. Не годится. Это чудовищно, депутат Зеленов. Мы постараемся, чтобы вы проиграли в своем округе. Вот Тише, этот тише, тише. горе-полковник бутафорный, фамилия которому Жириновский. Вот это враг номер 1 российской армии. Вот таких полковников к стенке надо было ставить. Или когда наши дети будут там служить, вот служат 2-й год, срочную службу готовятся к Дагестану, защищать такого потомка. Все, Александр Николаевич, достаточно. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, успокойтесь. Александр Николаевич. Светлана Петровна, пожалуйста, горячего. Вот видели пресс-то,
Уважаемые депутаты, я прошу вас проголосовать за лишение Владимира Вольфовича Жириновского голоса на месяц. Ну, хватит нам эти истерики выслушивать. Пожалуйста, поставьте на голосование. Кто за то, чтобы лишить Владимира Вольфовича Жириновского слова на месяц, прошу проголосовать. Если он меня назвал фашистом, и я должен быть лишен слова. Тише, тише. Леонид Николаевич, мы вас лишим слова. Это показано никогда не было. С карточек. Покажите результат. Решение принято. О, видишь, вот так. Вот ваш двойной стандарт. Владимир Вольфович, вы лишены слова.